Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Предание старины глубокой». Урок номер 35. Тема сегодняшнего урока – легенда об озере Маркакөл. Маркакөл көлі туралы аңыз. Сегодня на уроке вы научитесь слушать, читать и понимать текст, пересказывать его по картинному плану, использовать слова, которые обозначают признак действия: интереснее, важнее, труднее, приятнее, составлять сложные предложения с союзом «а». Упражнение номер 1. Посмотрите видео по QR-коду, где находится озеро Маркакөл, на что оно похоже, сколько рек из него вытекает. Бейнежазбаны көр. Бейнежазбадағы мәтін. Озеро Маркакөл – одно из красивейших озер Восточного Казахстана. Оно имеет овальную форму и похоже на зеркало. Вода в нем прозрачная и чистая. В Маркакөл впадает много рек. Вытекает только одна река – Кальжир. Озеро находится в горной местности. Все побережье покрыто лесом. В водах Маркакөля много рыбы. Озеро Маркакөл является частью Маркакольского государственного природного заповедника. А теперь послушайте перевод текста. Маркакөл көлі Шығыс Қазақстандағы ең көрікті көлдердің бірі. Көлдің пішіні сопақша, айнаға ұқсайды. Су өте мөлдір, әрі таза. Маркакөлге көптеген өзендер құяды, ал көлден тек бір ғана Кальжир өзені ағып шығады. Көл таулы аймақта орналасқан. Көлдің жағалауы түгелдей орманмен көмкерілген. Маркакөлдің суында балық өте көп. Маркакөл көлі Маркакөл мемлекеттік табиғи қорығының құрамына кіреді. А теперь отвечаем на вопросы. Где находится озеро Маркакөл? Озеро Маркакөл находится на востоке Казахстана. На что оно похоже? Оно похоже на зеркало. Сколько рек из него вытекает? Из него вытекает только одна река – Кальжир. Упражнение номер 2. Прочитайте легенду, придумайте заголовок, назовите тему. Аңызды оқы, ат қой, тақырыбын ата. Давным-давно это было. Ерте заманда осылай болған екен. В долине между гор был небольшой чистый родник. Таулардың арасындағы бір аңғарда шағын таза бұлақ болыпты. На водопой к нему ходили овцы. Сол бұлаққа қойлар су ішуге келетін. Их пасли отец и сын. Оларды әкесі мен баласы бағып жүреді. В этой отаре был ягненок Марка. Сол отарда Марка деген қозы болған екен. Однажды ягненок подошел к роднику и начал пить воду. Бір күні қозы бұлаққа келіп, су іше бастайды. Вдруг он стал тонуть. Кенеттен ол батып кете жаздайды. Мальчик увидел это и бросился спасать ягненка. Мұны көрген бала қозыны құтқару үшін жүгіріп келеді. Но у него ничего не получалось. Бірақ оның қолынан ештеңе келмейді. Мальчик позвал отца. Бала әкесін шақырады. Они стали вместе тянуть ягненка и спасли его. Олар екеуі бірігіп қозыны тартып алып, аман алып қалады. А вода из родника залила все вокруг. Ал бұлақтың суы жан-жағына жайылып, бәрін су басады. Так появилось озеро. Сөйтіп көл пайда болады.
Его назвали Марқакөл. Ол көлді Марқакөл деп атайды. Заголовок: озеро Марқакөл. Упражнение номер 3. Перескажите легенду по картинному плану. Начните со слов. Суретті жоспар бойынша аңыздың мазмұнын айт. Былай баста. Ребята, а вы знаете, как появилось озеро Марқакөл? Я вам сейчас расскажу легенду. Словарные слова. Водопой, суат. Залила все вокруг, айналаны су басты. Упражнение номер 4. Подумайте и определите, легенда – это текст повествования или текст описания. Продолжите предложение. По моему мнению, это текст повествования, потому что в нем рассказывается о событиях, которые происходят последовательно во времени. Как ягненок начал тонуть, как мальчик и отец спасали его и как появилось озеро. Упражнение номер 5. Прочитайте предложение. В каком предложении действие описывается, а в каком оно сравнивается? Чем отличаются выделенные слова? Первое предложение. Аян рассказывал как. Интересно. Второе предложение. Нурсултан рассказывал как. Интереснее, чем Аян. В первом предложении действие описывается, а во втором предложении действие сравнивается. Слово «интереснее» обозначает признак действия. Упражнение номер 6. Составьте предложение. Напишите в тетради те предложения, в которых действия сравниваются. Первое предложение. Эту задачу решить трудно. В этом предложении действие описывается. Ту задачу решить труднее, а в этом предложении действие сравнивается. Второе предложение. Запомнить правило важно. В этом предложении действие описывается, понимать правила важнее, а в этом предложении действие сравнивается. Третье предложение. Подарок получать приятно. В этом предложении действие описывается, дарить подарок приятнее, а в этом предложении действие сравнивается. Четвертое предложение. Мне с сестрой было скучно. В этом предложении действие описывается, без сестры стало скучнее, а в этом предложении действие сравнивается. Упражнение номер 7. Составьте по образцу сложное предложение. Напишите их в тетради. Үлгі бойынша күрделі сөйлем құра. Оларды дәптеріңе жаз. Образец. Үлгі. Важно любить природу, а беречь ее еще важнее. Первое предложение. Выучить стихотворение трудно, а рассказать его труднее. Это сложное предложение с союзом «а». Второе предложение. Смотреть фильм интересно, а читать книгу интереснее. Это сложное предложение с союзом «а». Итог урока. Сегодня на уроке я узнала об озере Марқакөл. Я научилась использовать слова, которые обозначают признак действия, составлять сложное предложение с союзом «а». Спасибо вам за урок. До следующей встречи.